Песню «Катюша» здесь напевают вовсе не солдаты, а жители леса. Так воспитанники реабилитационного центра поздравляют бравых бойцов Росгвардии с их профессиональным праздником. Героиню знакомой всем сказки легко узнать по одному только головному убору. Красная шапочка приехала на этот праздник со всей семьей. Девочка немного волнуется, ведь до сих пор ей не доводилось играть главную роль. Мне нравится, потому что красной шапочке играть роль это интересно. И мне больше всех нравится петь. У Хабы Алдаганова все 4 детей страдают генетическим заболеванием – ахондроплазией. Но от участия в таких мероприятиях дети никогда не отказываются. Благодаря занятиям в центре у них наблюдается положительная динамика в развитии. 2015 года реабилитация езжу, вроде на глазах со временем, что допустим, я хочу результат шансов. Но они любители выступлений, что талант выступлений, здесь интерес, так. Нам предложили, я думаю, почему бы и нет, пускай выступают. Дени Нальгиев сегодня из-за серого волка и из-за солдата. Участвовать в мероприятиях ему предложила воспитательница. У Дени плоскостопие и остеохондроз. Он периодически проходит лечение в центре. Несмотря на такой диагноз, марширует мальчик не хуже других. Мне нравится роль волка, потому что там есть он выступает хорошо, он кричит, рычит хорошо. Я хорошо марширую. Правильно маршала. Я когда взрослым стану, буду военным. А вот сестры Мадины и Марем Добриевы для гостей подготовили целую развлекательную программу. Песни, стихи и танцы. Участвовать в таких мероприятиях им не впервой, а потому здесь нет места стеснению и волнению. Мне нравилось тут, как мы маршировали под песни и пели песни с танцем. Мне очень понравился этот день. Виновники сегодняшнего торжества военнослужащие не смогли пропустить мероприятие. Как и принято, в гости пришли не с пустыми руками. По личной инициативе начальника управления Росгвардии по республике Эдуарда Павлова детишек порадовали ценными подарками. Приятно удивлены, что у нас в республике такой реабилитационный центр. Со мной были представители Росгвардии, заместитель начальника управления по республике Ингушетия Башир Зайдуллахович Алимов. Он сам из Дагестана. Он тоже смотрел, вообще говорит, уровень оснащенности очень понравился. Естественно, чего-то не хватает, и мы будем способствовать тому, чтобы в дальнейшем взаимодействовать с этим реабилитационным центром. Что касается мероприятие очень понравилось. Дети были настолько хорошо подготовлены, все сценки. Вообще, я под большим впечатлением осталась. За время работы центра квалифицированную помощь здесь получили сотни детей. Каждому ребенку воспитанники стараются найти индивидуальный подход. А лечебная программа невозможна без творческих занятий и конкурсов, которые раскрывают таланты детей. Амина Бокова, Фатима Бокова, Адам Далаков. Новости 24.